Клеточное деление. Наши клетки находятся в постоянном делении. Это позволяет нам расти, развиваться, восстанавливаться, заменять умершие клетки. Человек вырастает от 3 кг при рождении до 70 не потому, что клетки становятся тяжелее, их просто становится больше, опять-таки за счет деления. Сегодня мы рассмотрим с вами два вида деления, это митоз и мейоз. Существует некий клеточный цикл, где чередуются периоды деления и роста клетки. Самая большая фаза цикла клетки – это интерфаза. В этой фазе не происходит никакого деления. Простыми словами, клетка просто живет и растет. Интерфаза разделена на 3 части. Фаза роста G1, здесь появляются органеллы клетки, то есть ее как органы, можно сказать. Фаза S, синтез, удваивается наш ДНК. И фаза роста G2. Органеллы растут и тоже удваиваются, а также увеличивается запас энергии. После всех этих процессов интерфазы клетка уже готова разделиться. Наступает стадия ядерного деления, где ядро делится на 2 или на 4. И последняя стадия – это цитокинез, деление уже самой клетки на 2 или на 4 части. Как мы знаем, мы сделаны из миллиардов клеток. В каждой клетке есть ядро с ДНК. Все это ДНК разбито на хромосомы. Все ваши клетки тела, другими словами, соматические клетки, содержат 46 хромосом или 23 пары. Одна хромосома в паре идет от папы, другая от мамы. И если клетка имеет все 46 хромосом, она называется диплоидная, то есть двойной набор, 2N, 2N. Если же клетка имеет одинарный набор, 23 хромосомы, не 23 пары, а 23, то она называется гаплоидная клетка, то есть набор N. Каждый вид имеет разное количество хромосом, вот как мы видим, да? Но количество хромосом не является индикатором сложности эволюционного статуса. Например, у помидора 24 хромосомы, у кошки 36, у нас 46, у картошки 48, да? У собаки 78, еще больше. Но это не отражает сложность этого организма. Сейчас мы будем говорить о первом виде деления, это митозе. Митоз ответственен за огромное количество функций в организме. С помощью него организмы растут, восстанавливаются. Порезали, с помощью митоза организм сделает вам новые клетки. Митоз – это процесс, с помощью которого обычные клетки, или другими словами соматические клетки, с диплоидным набором хромосом, то есть 46 хромосом, делятся на 2 генетически идентичные дочерние клетки. То есть в итоге получившиеся клетки будут идентичны и друг другу, и идентичны родительской клетке. Митоз имеет несколько стадий. Это профаза, метафаза, анафаза и телофаза. Как было сказано ранее, большую часть времени клетка находится в стадии интерфазы. В этой стадии клетка просто живет и растет. На этой стадии ДНК находится в раскрученном состоянии, словно нитка, и называется она на этой стадии хроматин. Но когда начинается митоз, все меняется. В первую очередь органеллы, которые называются центриоли, вот они, удваиваются и двигаются к полюсам, то есть в разные стороны. Начинается первая стадия профаза. Раскрученный наш хроматин, вот он увеличен, да, ядро, раскрученный хроматин начинает закручиваться и превращается в хромосомы. Мы уже видим их в виде хромосом. Каждую хромосому можно увидеть в виде икса, состоящего из 2 хроматид. Хроматид – это одна полосочка, вторая полосочка, которые соединены посередине центромерой. Когда ваш хроматин закрутился в хромосомы, также ядерная оболочка потихоньку исчезает. Мы видим, она растворяется, да? Пока центриоли расходятся по полюсам клетки, от них начинают формироваться микротрубочки, такие протеиновые нити, которые очень важны при делении. После этого наступает следующая фаза – метафаза. Самая длинная фаза, она занимает примерно 20 минут. В этой фазе микротрубочки, мы видим, они цепляются к хромосомам за их центромеры посерединке, да? И самое главное, в этой фазе хромосомы выстраиваются по экватору клетки. Теперь наступает момент, когда хромосомы можно уже разделить на 2, и это анафаза. Нити тянутся, наши нити, и хромосомы разделяются, да, на 2. В итоге наступает последняя фаза, то есть мы видим, как они оттянулись, хромосомы, телофаза. Последняя фаза
Дочерние хроматиды доходят до полюсов, вот они дошли до полюса, то есть до границы клетки. Нити потихоньку растворяются наши, мы уже их не видим. Хромосомы раскручиваются обратно в хроматин, то есть обратно они выглядят как нити. И вновь появляется ядерная оболочка, начинает появляться. И в итоге у нас была одна клетка, появилась, делится она ровно на две. То есть в итоге митоза у нас получается две клетки с набором 46 хромосом, то есть генетически они идентичны друг другу и идентичны своей родительской клетке. Так делятся все клетки, кроме половых. Теперь рассмотрим, как делятся половые клетки, или они называются гаметы. Для них есть особый вид деления, который называется мейоз. Половые клетки, это яйцеклетка и сперматозоид, в отличие от соматических клеток, имеют гаплоидный набор, то есть N, 23 хромосомы, не 46, то есть только половинку набора. И при их объединении, слиянии, получается полный набор, 46. Мейоз очень похож на митоз, однако имеет свои отличия. В мейозе деление происходит не один раз, как в митозе, а 2 раза. И в итоге мы получаем не 2 клетки, как в митозе, а 4 клетки. И все они генетически отличаются от друг друга. Название фаз в мейозе все то же самое, как и в митозе. То есть у нас есть профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Но так как мы делимся 2 раза, это происходит заново. Профаза 2, метафаза 2, анафаза 2, телофаза 2. Чем отличается мейоз от митоза? Есть 2 важных события, которые происходят в профазе 1. Хромосомы соединены между собой. Вот здесь мы видим, происходит такое соединение между собой в определенной точке. Вот эта точка называется хиазмами, вот эти точки. И во время контакта между отцовской и материнской хромосомами происходит обмен генетически идентичными участками хромосом. И вот этот момент называется кроссинговер. И это очень важный момент. Именно из-за кроссинговера в итоге у нас получается 4 дочерние клетки, которые будут отличаться, потому что мы видим, что одна хромосома закинула ножку, другая, и они обменялись, и мы видим, что в итоге у нас получатся разные, все 4 клетки, которые получатся, они все будут друг от друга отличаться за счет вот этого кроссинговера. Также, более того, в метафазе 1 гомологичные хромосомы, то есть, которые идут в паре, они могут расположиться по-разному, могут так, могут наоборот расположиться. Поэтому их расположение случайное. И вот так как у нас 23 таких пары, то существует 2 в 23 степени вероятности, как они могут расположиться. Это 8 388 608 комбинаций, как вот гомологичные хромосомы могут расположиться. Все это создает возможность для возникновения новых комбинаций генов, так как происходит образование генетически различных клеток. Именно поэтому все мы имеем такую разную, огромную вариацию людей на планете. Именно поэтому, несмотря на общих родителей, все дети одной семьи могут отличаться. Давайте теперь рассмотрим еще раз и вспомним, что митоз, так делятся все наши соматические обычные клетки, один раз происходит деление, и получается 2 генетически идентичные клетки, которые с собой идентичны и идентичны своей родительской клетке. В мейозе деление происходит 2 раза, и в итоге получается 4 клетки, которые генетически отличаются друг от друга. Деление происходит 2 раза. Так делятся наши половые клетки. Вот здесь я сделала такое ревью, да, то есть если мы рассмотрим митоз и мейоз, то мы видим, что клетки, они постоянно проходят такую вариацию, то есть у нашей гаметы, то есть половые клетки, у них гаплоидный набор, N, половинка. Когда они сливаются, происходит зигота, клетка, когда они слияние произошло, оплодотворение, клетка называется зигота, в ней уже диплоидный набор, 2N. Вот эта зигота дальше делится митозом, организм растет, получается взрослый организм, у него диплоидный набор. Потом с помощью мейоза получается опять гаметы с гаплоидным набором, поэтому происходит такое разнообразие митоз, мейоз. Итак, мы рассмотрели с вами деление. Всем спасибо.